Сейчас о юбилейных датах. Патологоанатомическая служба Якутии отмечает 80-летие. Ее история началась, когда на базе Якутской областной больницы начали делать первые вскрытия. И сегодня республиканские специалисты считаются одними из лучших в стране. Афанасий Николаев продолжит. Якутские медики за 80 лет работы сформировали серьезную школу патанатомии. Практикующие патологоанатомы провели тысячи изысканий и внесли серьезный вклад в развитие отечественной науки. В результате такого симбиоза выросли кадры патологоанатомов. Сейчас это очень высокотехнологичное отделение, которая обладает всеми современными методами исследования. Действительно, современное отделение патанатомии совсем не похоже на довоенные прозекторские. Скорее, это высокотехнологичные лаборатории. Патологоанатомы Национального центра медицины ежедневно обрабатывают десятки, если не сотни препаратов со всей республики. Причем благодаря новейшей технике, поступившей совсем недавно, исследования можно проводить буквально не отходя от операционного стола. Больной пока лежит в наркозе, и мы быстренько делаем и даем ответ. Все вот эта процедура исследования примерно где-то 15-20 минут. И за этот промежуток мы ставим конкретный диагноз человеку уже. Но не все так радужно. В республике острая нехватка врачей-патологоанатомов, особенно в районах. Как отмечают в Минздраве, дело в том, что молодежь не идет в патанатомию. Во многом из-за сформировавшихся вокруг профессии штампов и домыслов. Сейчас основная задача Минздрава – развенчать образ трупореза в грязном фартуке. Это не простая работа, а это работа исследователя, это работа ученого. То есть вот мы сегодня должны поставить уровень патологоанатомической службы на уровень исследовательский. В день юбилея практикующие патологоанатомы и ученые встретились на научно-практической конференции. В ее программе самые современные и эффективные методы исследований и диагностики. Подъехали специалисты, ведущие Российской Федерации. Они прочитают именно доклады, посвященные сложностям диагностики, с которыми встречаются патологоанатомы. Что нового есть в науке? Специалисты подчеркивают, региону нужны хорошо оснащенные отделения в районах с собственными гистологическими лабораториями, с возможностью проведения всего спектра исследований. Это позволит проводить оперативные и точные анализы для верной установки диагноза, а значит спасения жизни пациентов. Афанасий Николаев, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.